Здравствуйте. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина расскажет о текущей эпидемиологической ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. За последние сутки выявлено 120 новых случаев новой коронавирусной инфекции. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в городе Якутске зарегистрировано 80 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском, Улусах 7 случаев, в Верхневилюйском, Мирнинском по 5 случаев, в Нерюнгринском 4. Отдельные случаи зарегистрированы в ряде районов республики. Информация соответствующая будет дана и дается именно непосредственно через оперативный штаб республики. Необходимо обратить внимание на то, что за последние выходные осложнилась ситуация в ряде районов. Так осложнилась ситуация в Алданском районе, в котором медиками были выявлены случаи новой коронавирусной инфекции в отдаленном населенном пункте село Кутана. Необходимо обратить внимание, что оперативно были приняты все меры, направлена ковид-бригада. На настоящий момент данный населенный пункт включает в себя 600 с лишним человек. В населенном пункте находится врачебная амбулатория, и сегодня в течение дня туда будет направлена дополнительная медицинская бригада. И необходимо обратить внимание, что вместе с ковид-бригадой в сам населенный пункт прилетели и те, кто оказывает медицинскую помощь, были вывезены тяжелобольные, ну и, соответственно, обеспечены лекарственными средствами. В полном объеме ситуация находится под контролем. Впервые за все время выявились подозрительные случаи в Момском Улусе. Я думаю, что гражданам не нужно сильно нервничать, переживать. Оба случая также выявлены медиками. Они связаны с ситуациями заболеваний возрастных жителей республики, у которых выявилась непосредственно двухсторонняя пневмония. Поэтому все меры оказываются, продолжает работать в том числе и санитарная авиация. Отдельные населенные пункты находятся на особом контроле. Так на контроле находится ситуация в Нижнем Бестяхе, так как в таком вот центре, на таком транспортном центре развязки Республики Саха-Якутия, в котором, на прошлой неделе мы закончили увеличение количества коек и, соответственно, по информации главного врача Мегино-Кангаласской центральной больницы, достаточно четко идет отслеживание амбулаторных больных. Ну и, конечно же, все больные, где бы они ни находились, от Аймикония до Якутска, всем мы им сегодня желаем выздоровления. За сутки у нас работала непосредственно лаборатории, а в выходные дни все лаборатории работали. Было проведено 4000 исследований. Ну и сегодня у нас порядка 530 тысяч тестов вообще в целом по республике проведено. Только что состоялось заседание суженного оперативного штаба под руководством главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, на котором было принято решение, будет доведено оно, именно решение оперативного штаба о необходимости направления на удаленный режим работы, соответственно, работников бюджетной сферы. Органы местного самоуправления относительно муниципальных учреждений и Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия относительно республиканских учреждений с завтрашнего дня начнет проверку количества людей, направленных на удаленный режим. Удаленный режим работы не распространяется среди республиканских учреждений, только на учреждения здравоохранения и учреждения образования, там, где непосредственно работает очная форма работы. Кроме того, за главой задача поставлена работа и привлечение к ответственности тех работодателей, которые должны были направить граждан, достигших 65 лет, на удаленный режим работы, либо же на больничный, либо предоставить иной порядок работы. Поэтому сегодня ситуация такова, что на наших койках, а их количество в том числе и для тяжелых сегодня в городе Якутске мы увеличиваем. И, соответственно, в основном находятся лица пожилого возраста. Поэтому еще раз берегите своих взрослых, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее выпуск новостей.
Максимальный показатель за все время пандемии. За сутки коронавирус выявили у более чем 13 тысяч россиян. Больше никаких паромов и опасных наплавных сооружений. 4 мостовых перехода открыли на этой неделе в Якутии. Как преображается Якутск в рамках программы формирования комфортной городской среды, расскажем в этом выпуске. Начнем выпуск с последних данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. Скончались за сутки от коронавируса 149 пациентов. Более 4000 человек выписаны из больниц. Наибольшее число случаев инфицирования за последние сутки в Москве – 4501. Это самый высокий показатель с середины мая. И как только что стало известно, во время брифинга по эпидситуации в Якутии за последние сутки в регионе выявили 120 новых случаев коронавируса. Рециркуляторы воздуха могут появиться в салонах маршрутных автобусов в Якутске. Об этом сообщил первый заместитель главы города Евгений Григорьев. Вопрос установки и эксплуатации будет решаться совместно с «Союзавто». Рециркулятор – это прибор для очистки воздуха. Он проходит обработку ультрафиолетом, который исходит от лампы. Этот свет разрушает болезнетворные микроорганизмы на молекулярном уровне. Дознаватели МЧС России устанавливают причины трагического пожара в Якутске. Утром на улице Степанова загорелся двухэтажный частный дом. Были эвакуированы женщина и 3 детей. Впоследствии женщина и 2 ребенка скончались, не приходя в сознание. Еще один ребенок пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Следственного комитета. С родственниками погибших работают психологи МЧС России. Правительство страны выделило почти 9 миллиардов рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование необходимо из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий. Также было одобрено выделение еще свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился 3-й ребенок или последующие дети. 4 мостовых перехода открыли на этой неделе в Якутии. Первый объект строительства – мостовой переход через реку Тюкян, который соединяет 2 района – Верхневилюйский и Нюрбинский. Второй мост через реку Малая Батуобая соединил Мирнинский и Сунтарский районы. Еще 2 в Сунтарском районе. Они проходят через реки Сасыр-Юрях и Улахан-Мугур с устройством 4 водопропускных труб. Переходы решили многолетнюю проблему районов с отсутствием круглогодичного транспортного сообщения. Больше никаких паромов, опасных наплавных сооружений и невозможности перебираться на другой берег весной и осенью. Сегодня действительно для жителей всей Западной Якутии, в первую очередь для жителей Мирнинского района, долгожданное событие. Введен в строй мостовой переход через реку Малая Батуобия. Я надеюсь, что благодаря этому закончится мыторство многих жителей Мирнинского района, жителей Западной Якутии, которые ездили к нам в гости. Все прекрасно помнят, что река, конечно, сейчас очень маленькая, но весной, в половодье, во время летних разливов, вот помните, было августовское, когда были дожди в 2018 году, здесь очень много тонуло техники, грузов, к сожалению, людей. И сейчас вот этот мост, конечно, поможет нам пока беспрепятственно доехать уже до Нижнего, доехать до Крестьяха. А самое главное, на автодороге Вилюнь на территории Мирнинского района появился асфальт, пока 2 километра 700 метров. Я надеюсь, что асфальтирование будет продолжено, и сегодня это было подтверждено специалистами, подтверждено руководителями Росавтодора, что асфальтирование пройдет от этого моста до Ленска по автодороге Вилюй, ну и самое главное, до города Мирного и до той дороги, которая у нас будет, выйдет новое шоссе Алмазников от нового аэровокзального комплекса на республиканскую дорогу Анабар. Северо-Восточный федеральный университет оформил патент на выполнение сложной операции на почках. Способ лапароскопического иссечения новообразования позволяет сохранить почки при злокачественных опухолях. Главный вуз республики получил евразийский патент в августе этого года. Разработка такого метода началась еще 5 лет назад. На сегодня выполнено около 50 операций в урологическом отделении Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. По словам авторов, такой способ гораздо проще традиционного
интервенционных лапароскопических операций на почке. И его могут делать даже врачи-урологи, онкологи среднего профессионального уровня. Федеральный проект формирования комфортной городской среды продолжают реализовывать в Якутии. К примеру, в столице в этом году 3 объекта. Благоустраивают сквер ямщиков на улице Чернышевского, строят сквер к 250-летию землеустройства на улице Дзержинского. А самым крупным считается проект на озере Талое. С архитекторами пообщалась Елизавета Васильева. Объект на озеро Талое самый масштабный как по объему работ, так и по финансам проект программы формирования комфортной городской среды. За 2 года укрепили берег, построили мост с амфитеатром, арочное сооружение и смотровое пространство со скамьями. Работы еще не завершены, на место уже популярно среди населения. Красивый вид на озеро, удобные скамейки. В прошлом году мы порядка 90 миллионов потратили на подготовку, потому что там габионные конструкции, берегоукрепления. И в этом году тоже большая сумма ушла уже на то, чтобы вот сейчас входная группа, брусчатка, то есть полностью весь объект мы планируем завершить. Сейчас буквально в эти дни последние мокрые работы будут проведены, это асфальтирование велосипедной дорожки. И там уже останется доведение работ по металлу, по освещению, в принципе, тоже на стадии завершения. Не менее интересный объект строят по улице Дзержинского. Это сквер, посвященный 250-летию землеустройства. Здесь, помимо скамеек и памятника, будут работать теплые торговые павильоны. Конечно же, планируется озеленение. Кроме этого, дабы дополнить пространство, на средства спонсоров установили необычную детскую площадку. Первую в Якутске с подобным металлическим комплексом. Важную роль при задумке проекта сыграли молодые архитекторы Центра компетенций по вопросам городской среды «Лето». Очень много общаемся с жителями, именно что они хотят видеть именно здесь. Вот. Или детскую площадку, или сквер, или памятник какой-нибудь. Ну, поэтому у нас более-менее в этом году как-то ошибок меньше. Мы именно хотим такое современное, качественное оборудование во всех дворах. Центральная площадь в Жатае, парки в Нюрбе, Бердигестяхе, Ленске, Нерюнгри, сквер в Алдане, строительство набережной в Покровске. Вот перечень объектов в рамках программы формирования комфортной городской среды. Всего на ее реализацию в республике в этом году направили более 347 миллионов рублей. При этом важно понимать, что недостаточно привлечь деньги и построить красивые и нужные места. Необходимо их бережно содержать. И здесь уже ответственность на каждом из нас. Елизавета Васильева, Джулс Иннокентьев, Якутск. Предприниматель Владимир Пермин из села Юнкюр Алекнинского района собрал хороший урожай по зерновым в небольшом хозяйстве. 22 центнера с гектара – хорошие показатели, учитывая засушливое лето. Подробности у Елены Фаст. Если хочешь на следующий год получить хороший урожай, осенью надо основательно подготовиться. Когда мы подъехали к участку Владимира Пермина, гудел трактор, хозяин обрабатывает поле. За счет этой технологии земля наберет достаточно влаги, чтобы отдать ее в свое время. Сегодня у Владимира 117 гектар, из них весной засеяно было порядка 80, овес, пшеница и ячмень. За большими гектарами не гонится, ориентируется на спрос. Потихонечку аппетит приходит во время еды. Ну как спрос? Население стало больше держать мелкое хозяйство, спрос поднялся. Да и просто от желания захотелось заниматься, и все. Элементарно. В целом работа на земле для души, делится Владимир. Есть в планах немного увеличить площадь, но ориентируюсь на спрос не более 200. Залежные земли, 35 гектар, надо их обработать и тоже в этот севооборот включим. То есть кроме 115 еще? Где-то ближе к 200 потом наберется. Так, и хватит, больше не надо. Лично мне хватит. Дальше развивать, куда она же, сбыт, проблема со сбытом. И потом не каждая категория людей-то и держит хозяйство, сами знаете. Кому-то это надо, а кому-то это совсем не надо. Поэтому этого хватает. Большой поддержки он не ждет. Тем не менее, в районе есть видение, как помочь именно таким небольшим хозяйствам. Мы объявили на ближайшие годы приоритетом в нашем районе развития именно сельского хозяйства. И, конечно, мы ведем работу в этом направлении. И я дал поручение управлению сельского хозяйства, чтобы они разработали порядки и регламенты выделения помощи именно подобным хозяйствам в рамках муниципальной целевой программы по сельскому хозяйству
Именно помощь должна быть ориентирована не на крупные хозяйства, те хозяйства не получают в полной мере помощи из республиканского бюджета по линии Минсельхоза и с районного нашего бюджета, но именно чтобы ориентироваться именно на подобные хозяйства. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 150 лет Якутской епархии. Накануне в Преображенском соборе Якутска прошла божественная литургия в честь знаменательной даты. Ее провел митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской патриархии. Литургию благословил святейший патриарх Кирилл. Православие пришло в Якутию в 1640 году с мореплавателем Семеном Дежневым. С тех пор начались обряды крещения. В торжественном мероприятии участие принял и глава Якутии Айсен Николаев. То, как выстроена жизнь здесь, государственная, общественная, религиозная жизнь, она уже, вот этот образ сам по себе для меня является советом. И я действительно, по выражению владыки Романа, будучи здесь глазами святейшего патриарха, расскажу ему о том, чем может обогатиться церковная жизнь в России, исходя из тех примеров, которые мы видим здесь, на земле благословенной Якутии. А о том, чем сегодня живет и дышит якутская епархия, расскажет Анна Васильева. 92 прихода, 30 храмов, 44 воскресные школы. Такой мы видим якутскую епархию сегодня. А начиналось все в далеком 1869 году, когда указом императора Александра III в суровом северном краю была учреждена Якутская Вилюйская епархия. Этот важный для не только христианского, а просвещения в целом этап для республики прошел при активном участии святителя Иннокентия Вениаминова, просветителя Сибири и Америки. Сколько он приложил трудов миссионерских, сколько он объехал не только по самим местам проживания Саха, но и сколько он общался с малыми народами, это, конечно, неоценимый вклад. Святитель Иннокентий поставил свои задачи, чтобы, во-первых, были священники из местных жителей, что очень важно. И в первую очередь это важно в связи с тем, что люди должны слышать молитву на родном языке. Действительно, перед лицом Бога все равны. В церкви не имеют значения ни национальность, ни пол, ни возраст, ни социальное положение верующих. Считается, что в трудные годы народу становится в разы больше. Ведь главная задача епархии – вселить в сердца прихожан христианские ценности, веру, надежду и любовь. Это много дает, это сил дает, терпения, в жизни оптимизма дает, очень большого. Так что дай Бог, чтобы всех у вас было такое же. В рамках юбилейных торжеств в Национальном художественном музее в Якутске открылась уникальная выставка коллекционных икон. Их оказалось не так много. Всего представлено более 20 произведений иконописной живописи. Однако ценность каждой в том, что экспонаты – это чья-то семейная реликвия. Какую-либо родовую икону, переданную по наследству, или икону, с которой связаны какие-либо личные события, дать для всеобщего обозрения, для того, чтобы через это видение мы смогли сложить впечатление о домашней молитве, о домашней церковной культуре якутян. Сегодня по всей республике совместными силами епархии и прихожан восстанавливаются храмы и монастыри, переводятся на якутский язык священные книги, действует духовная семинария. И вот уже 150 лет ни на один день не останавливается просветительская и миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Якутии. Анна Васильева, Джулс Иннокентьев, Якутск. Группа «Завод» из Якутии заняла второе место во всероссийском танцевальном конкурсе. Во Владивостоке состоялся финал конкурса K-Pop Cover Dance in the Russian Far East в рамках фестиваля «День Кореи». Из-за пандемии финал прошел в онлайн-формате, без зрителей. 15 команд с Дальнего Востока и Восточной Сибири прошли предварительный отбор и выступили на центральной площади Владивостока. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.